Ираамҭоуп аспорт жәабжьқәа шәырдырра. Аефираҿ исымчыбжьатәи аспорт жәабжьқәа ихызшьаало адырраҭара аспорт адунеи. Астудиаҿы Адица Сагариаԥҳа. Абзиара шәымаз. Аҟәа ихацыркхеит Аԥсны ашкол хәыҷқәа ажәатәи республикатә спартакиада. Иара шьақәгылоуп жәиԥшь спортк рыла. Аспартакиада зкуп Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аҿы аиааира агараԥшьынҩажәа шықәса ахыҵреи Аԥсны аҳәынҭқарра раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба диижьҭеи ԥшьынҩажәа шықәса ихыҵреи. Ажәабжь иацылҵоит Амра Зарандиаԥҳа. Иҳаҩсыз аԥсшьара мшқәа рзы Аҟәа ареспубликатә стадион аҟны иаарҭхеит Аԥсны ашкол хәыҷқәа ажәаатәи республикатә спартакиада. Иара апрограммаҿ иҟоуп жәиԥшь спортхкы. Иагьазкуп Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аҿы игаз аиааира ԥшьынҩажәа шықәса ахыҵреи Аԥсны аҳәынҭқарра раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба диижьҭеи ԥшьынҩажәа шықәса ацреи. Аспорттәи еимдаҭлара аартра иалахәын Аԥсны аԥыза-министр Владимир Делба, аҵара-министр Хана Гунба, аҿареи аспорти русқәа рзеилак напхгара. Вы сегодня нам покажете свои спортивные навыки, достижения, смелость. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день вам запомнился яркими событиями, наполненными прежде всего дружбой, новыми достижениями, хорошим отношением друг к другу. Несомненно, пожелаю вам честной борьбы. Именно в такой борьбе выявляется главный победитель. Успехов вам, дорогие ребята, новых достижений и удачи! Гукала ишудысныҳәалоит аспартакиада аартра. Ишәзиӷьашьоит ақәҿиара дуқәа. Шәаԥхьаҟа еснагь ишьҭазааит ҭынч ԥсҭазаарала аиааира дуқәа. Аспартакиада аҽалархәразы Аԥсны аҵара-министрра иҟанаҵаз ақәҵара инақәыршәаны ашкол хәыҷқәа аԥышәарақәа зааидырҭиин. Аспорттә еицлабра мҩаԥысуеит ҩ-хәҭакны. Алахәылацәа рхыԥхьаӡара зқьиҩи-шәиҩи ҩажәаҩык рҟынӡа инаӡоит. Ареспубликатә спартакиада ахықәкы хадақәа иреиуоуп аҿар рспорт ԥсҭазаара аҩаӡара ашьҭыхра. Иара убас рымаха-рышьаха рӷәӷәара, еизго акомандақәа ралԥшаара, аиҩызара, апатриотизм рылааӡара ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны аҵара-министрра абаҩрҵәыреи аспорти рҟәша аиҳабы Аслан Ҭаркьыл. Етапкны ихшоуп. Актәи аҵарахәшақәа раионқәа ақалақьқәа аҵарахәшақәа рнаԥхгарала убраҟа имҩаԥысит араионтәи спартакиадақәа. Убраҟа иалкааҳауаз рыла ишьақәыргылоуп еизбо раионқәа ркоманда. Убырҭ роуп иахьа абраҟа иқәгыло. Ари аспартакиада апрограмма аҟны иҟоуп жәиԥшь спортхкы. Аҵыԥх иҟазоуп сымтәак иалаҳамгылаз. Ҳтәыла араионқәа рҟынтәи ашкол хәыҷқәа рзы Аҟәатәи алицеи-интернат аҟны еиҿкаауп акрыфара, ашьҭалара, аԥсшьара уҳәа ихымԥадатәиу зегьы. Аспартакиада актәи амш азы имҩаԥган атлетикала сазаицлабра. Ҩышәтәҩык хәыҷқәа сымоуп, иахьаӡаԥса жәахаҩык, аҷкәынцәа жәахаҩык. Урҭ ахыԥхьаӡ зегьы инилохуп. Битқәа зегьы жәахаҩ иԥшьҩы ами, иалохуп. Ҳәарада ибзиоуп, избан аҿар еиднакылоуп, насгьы гәыбзиаз ибзиоуп. Уи иахьатәи шцола ахәыҷқәа шаҟа иқәлаз, шаҟа иҩызаз, шаҟа иԥыз, шаҟа ихәмарыз, уброуп иҳаԥсазаара ҳахы хаша. Избан иахьаӡеит ихәнатәалеит. Ашкол хәыҷқәа рзы даараӡа акраҵанакуеит ас еиԥш аицлабрақәа рхы ахьрыладырхуа. Аиҩызара рыбжьалоит, доусу рымч рылша ԥыршәоит. Ҵыԥх иаҽҳарԥшуазар сынтәа ҳалахәылацәа акырӡа рхыԥхьаӡара еиҳауп. Вообще я занимаюсь легкой атлетикой с 2015 года. Мне это уже само собой, что в 9 классе, что в 11. Было сложновато совмещать и тренировки, и экзамены, а так все хорошо было. Я выигрывала спартакиаду по всем 3 видам. Получается, бег на 100, на 200 и эстафету. И 2 года подряд. Сейчас 3-й год идет. Я бегу на коротких дистанциях. Я спринтер, я 100 бегу и 200 метров. Метра красиво. И все. И вот я Ибзиан имҩаԥысит, ашоураҳақгьы самгӡеит. Сара исҭахын иӷәӷәаны арахь саарц. Мы занимались очень старательно. На тренировках мы тренировались с сентября месяца, чтобы подготовиться к спартакиаде нашей. Вот. У нас все дисциплины. Я участвую в длину, в высоту и
в барьерах. Мы готовились очень хорошо, старались, очень долго готовились с начала года. Мы вообще сюда приехали не ради победы, а чтобы провести это время вместе. Вот. И главное вообще участие, а не победа. Я скажу по-другому. Главная победа, а не участие. Не знаю. Пробежал дистанцию 100 метров, пока в забеге первый. Надеюсь, финал тоже выиграю. Ходили на стадион, у нас вот тренер есть наш, Ларита Викторовна. Она готовила команду, ходили люди, занимались. Спортшкола, усырвейт, спортшкола азамта царацуйны цвирцвы. Ус школа жызыказ рамыштахи. Убризыхан инцвирцвы гирт районка рqanpi хатарнак амитказ юмбарзал шазум профессионал тренер дзыдгылан спортшколачы языкац яргази школачы физрук языкац амти. Вы юсидала шоу يعني بسبارة قبل يجي دزلا وي خوشك تسخر على كي مجر ورد نرفع والله قنزة جنيه تخا خطالة بي زحن وش حمتك حاسب خديسوش بسماج يمكن يا حاجات بري بشي كمان دي هنزل هون في كوبك وي دارج يسيوب أبش بدي قنزة حنيوب حمش نيزيم بخلك نو أي زيبن بخلنا على Аспартакиада мҩаԥыслоит рашәара зеижьынӡа. Арҭ аицлабрақәа рҟны иалкаахаз ашкол хәыҷқәеи акомандақәеи Аԥсны аҵараминистр рахьӡала иранашьахоит ахраҿақәа, амедалқәа, аҳаҭыртәқәа. Амра Зарандиаԥҳа, Адица Саӷариаԥҳа, Ҳасида Саӷариаԥҳа, Џьамбул Чхапелиа, аспорт адунеи. Ашьапылан пылазы ҩнызқьи ҩажәеиԥшьбатәи ҩнызқьи ҩажәихәбатәи рсезонқәа рзы Краснодар раԥхьаӡа акәны Урыстәыла иачемпионхеит. Иара убасгьы Урыстәыла апремьер-лига атитул иаиааиуеит. Ашьапылампылтә лига Краснодар директор хадас дамоуп Владимир Леонид-иԥа Ҳашыг. Аԥсны апаралимпиатә еилак иаҵанакуа аспортсменцәа ирымаз ааԥхьара иабзоураны рхаладырхәит ааигәа Рафаминск ақалақь имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи аиԥылара ҳара ҳакзаара ҳәа хьӡыс измаз аицлабрақәа рҟны. Уаҟа дара еицлабуан спорт хкык рыла. Иазгәаҭатәуп аицлабра иалахәыз ҳаспортсменцәа рылшарақәа шыԥкызгьы аихьӡара бзиақәа шаадырԥшыз. Лаҵарамӡа ҩажәихԥа рзы Аԥсны апаралимпиатә комитет иеизго акоманда ахаҭарнакцәа ааԥхьара рыман Рафаминск ақалақь аҟны имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи атурнир ҳара ҳакзаара ҳәа хьӡыс измаз ашҟа. Араҟа аицлабрақәа мҩаԥысуан хәдисциплинак рыла. Аусмҩаԥгатәы рҽаладырхәит хҩык аԥсуа спортсменцәа. Арҭ адисциплинақәа рҟны Лиана Гудалиаԥҳа алҵшәа бзиақәа аалырԥшит. Ребята показали очень хорошие результаты касаемо игр таких как в Бачи, потому что ребята касаемо игр в Бачи уже не первый раз принимают участие. Лиана Гудаля показала очень хорошие результаты. Она взяла по 3 видам дисциплины 3-е места. Также ребята заняли у нас 3-е места. Кто занял по Бачи, кто по дартсу, кто по джанго. Ребятам очень понравились новые виды дисциплин, с которыми мы впервые также столкнулись на этих соревнованиях. Иазгәаҭатәуп араҟа иаарԥшыз адисциплинақәа рҟны ҳаспортсменцәа раԥхьаӡа акәны рхы шаладырхәыз. Избанзар ҳтәылаҟны арҭ адисциплинақәа рыла аҽазыҟаҵаразы аҭагылазаашьа ыҟам. Иҟоуп ауадаҩрақәа аҽазыҟаҵарҭатә залқәа рыла. Зыԥсҭазаара аиҳарак зылшарақәа ԥку аспортсменцәа раԥхьаҟатәи рԥеиԥш аихтәра иазызкыз Виолетта Гагулиаԥҳа иахьагьы урҭ рымаҵ-луеит. Лара инаҵшьны иазгәалҭеит асеиԥш зылшарақәа ԥку ахәыҷқәа еиҳа адгылара шрыҭатәу. Наши детки видят, какие соревнования проходят, стараются везде участвовать, хотя у нас ничего подобного вообще нету, но вот все время они хотят где-то участвовать, что-то новое из себя извлекать. Ну, на этот раз мы повезли маленькую команду, 2 мальчика и девушка. Самый маленький у нас Айнара Вицба. Ну, везде. Этот ребенок бежал туда, этот бежал сюда, все время хотел что-то новое увидеть, что-то новое знать. Конечно, нам нужны такие мероприятия. Очень хочется, чтобы в нашей республике был один центр, где бы наши детки не только могли заниматься реабилитацией, но могли бы вот и физически немножко готовиться к этим соревнованиям. На этот раз мы показали, я считаю, что неплохой результат. У нас участница Гудалия Ляна выиграла 2 третьих места.
без подготовки, без ничего. Если бы они немножко занимались бы, возможно, мы были на первых и на вторых местах. Пользуясь случаем, конечно, я хочу обратиться еще раз к правительству Республики Абхазии. Посмотрите на наших детей. У нас нет зала для реабилитации, у нас нет зала, чтобы дети могли заниматься физической подготовкой. Ну, очень хочется, чтобы, конечно, все это у нас было, и мы дальше продвигать будем своих детей. Во имя наших детей мы должны все это, конечно, делать. Я надеюсь, что с приходом Бадры Зурабовича у нас что-то поменяется в этом направлении. Зылшара Копко спортсменша за Ахуанырстви Айцлабра Курышка Лассыла Сырцара Акратанакуит Уир социал Таглазаша Айгнатуит Идерхауит Аюзша спортсменша Казаква Спыша Замардаша. Я участвую не первый раз, мы уже второй или третий раз ездим на соревнования. Я первый раз, конечно, что-то выиграла, впечатлений куча, мне очень понравилось. Мы ездили в Москву, участвовали в соревнованиях боча, дартс. Вообще было 5 видов, но я попыталась участвовать во всех играх, но только в 2 дисциплинах получилось что-то выиграть. Конечно, я победу не ожидала, потому что главное участие. Хочется вам еще участвовать в таких соревнованиях? Конечно, если бы было бы помещение, мы бы могли бы начинать, ну, участвовать в занятиях, что-то. Мне было очень интересно во всех соревнованиях участвовать, но больше всего мне понравилось соревнование бача. Я очень веселился в тот момент, когда я в нее играл. И люди, которые со мной играли, были очень веселые, интересные. И было очень интересно с ними играть. Я занял 3-е место. А чем ты еще любишь заниматься помимо спорта? Что ты еще больше всего любишь? Много всего. Очень много, даже не перечислить. А какая у тебя заветная мечта? Заветная мечта? Я хочу начать ходить. Вот моя заветная мечта. Я ездил до соревнования, играл в боче. Мне нравится ехать на соревнования. И мне очень нравятся игры. Ты там познакомился с новыми друзьями? Они Да. тебе понравились? Да, О чем вы понравились. говорили? Ну, мне помогли друзья. Мы на самолете летели. Очень классный был самолет. Очень понравилось. Аԥсны апаралимпиатә еилакаиҳабы Леон Ҵәыџь инацшны иазгәеиҭеит зылшара қәыԥқәа аспортсменцәа рзы еиҳа аӡәлымҳара шаарԥштәу, ишрыцхраатәу, иара убасгьы ишхымԥадатәу агәабзиара ацклаԥшразы ацентр аргылара. Нам в республике нужен паралимпийский центр для того, чтобы наши ребята занимались, принимали участие в сборах именно здесь, а не выезжая куда-то, чтобы мы также могли пригласить других людей принимать участие у нас. В дальнейшем у нас в стране планируется постройка именно паралимпийского центра с общеобразовательным уклоном, чтобы ребята занимались не только спортивной деятельностью, но также получали образование. Аспортсменцәа рҭаацәа ирҳәоит аицлабрақәеи аҽазыҟаҵарақәеи ахәыҷқәа ргәабзиара ишазнарҳауа, рсоциалтә ҭагылазаашьа шеиӷьнатуа. Хотела бы поблагодарить Виолетту Гагуле за приглашение на участие в соревновании, которое организовал Леон Цвижба, председатель Паралимпийского комитета. Хотелось бы чаще, чтобы была возможность у наших детей участвовать в каких-либо соревнованиях, элементарных, заниматься спортом каким-то, чтобы у нас что-то было для таких детей, потому что им очень важно общение. Данные поездки, данные соревнования для таких особенных детишек какую пользу приносят? Они общаются, они понимают, что они такие же, по сути, как и мы. Вот. И вот это ограничение каких-то определенных там возможностей,
То есть, ну, им важно чувствовать себя, что они тоже нужны. Им это поднимает и настроение, и какой-то стимул в жизни дает. Поэтому им это очень необходимо. Ҳаԥхьаҟа апаралимпиатә еилаган агәҭакыс ирымоуп зылшара қәыԥку аспорт азы зхыԥызшәо аҿар аҳәаанырцәтәи аицлабрақәа ралархәразы ирылшо шыҟарҵом. Адица Сагареԥҳа, Нарсоу Ҵылкиа, аспорт адунеи. Аҟәа имҩаԥысуеит Нижни Новгород амшқәа. Хыԥхьаӡара рацәала еиҿкааз аусмҩаԥгатәқәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан ашьапылампыл азы амач. Аҟәатәи астадион Динамо аҟны имҩаԥысит ахәмарра. Уи иалахәын Аҟәатәи акоманда Динамои Нижни Новгород акомандеи. Ахәмарра ахәаԥшразы инеит Аҟәа ақалақь ахада Ҭемыр Агрбеи, Нижни Новгород ахада Иури Шалабаеви. Дара ркомандақәа хыхьтәи ашәҵатәқәа еиҭны рыԥсахлеит. Иазгәарҭеит ас еиԥш иҟоу ахәмарра ҩ-қалақьк реиҩызара шарӷәӷәо. Асахьаркыратә гимнастиказы Аԥснынтәи аԥсуа ҭыԥҳа Афина Гергиаԥҳа Шәача имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи аицлабра Созвездие Весны ҳәа хьӡыс измаз аҟны иаалырԥшыз аҟазара ду азы ахьтәы медал ланашьахоит. Афина дынхоит Сандрыԥшь аҳабла. Лара ари аспортка азы аҽазыҟаҵарақәа дрылагеит фышықәса анылхыҵуаз инаркны Урыстәыла иаҵанакуа Сириус ацентр аҟны еиҿкаау аспорткомплекс аҟны. Уажәтәи аамҭазы лара иналыгӡеит аиҳабыратә гәыԥқәа ирзыԥҵәо анормативқәа. Ҳаҭыр зқәоит илихәаԥшцәа иахьа исызцәаны иаҳҭоуп Аԥснынтәи Урыстәыла иреиҳау аренақәа рыҟны апрофессионалтә бокси, иара убасгьы ММА ахырхарҭала иреиҳау аҩаӡарақәа нызкылаз Нестор Гадлиеи, Џьамал Ҭарбеи. Иара убасгьы урҭ азыҟаҵаҩцәас ирымоу Аԥснатәаитәи абокс афедерациа аиҳабы Ҭемраз Гергидаи, ММА ахырхарҭала азыҟаҵаҩс ирымоу Тимур Какачи. Бзиала шәаабеит, асасцәа. Добро пожаловать. Здравствуйте. Наши спортсмены на первенстве России заняли большие призовые места. Расскажите о том, как вы выступали и как вот далась вам эта нелегкая победа. Ну, с 18 по 25 мая в городе Ноябрьске проходило первенство России, где определялось состав сборной России. В составе нашей команды было 2 человека. Это Нестор Гадли, Тарба Джамал. Мы поехали туда, и, соответственно, подготовка у нас была в несколько этапов. То есть у нас было, мы проводили 2 разных сборов наших спортсменов. Мы готовились около 2 месяцев к данному старту. Получилось так, что мы изначально не знали, мы думали, что сначала у нас поедет Гадли, Нестор, да, потому что были некие отборы по тайскому боксу. Но тут появилась возможность, наши коллеги сообщили, что есть возможность в абсолютке 71+, заявить еще одного мальчика. И мы с Тимуром решили, сели, обговорили, что мальчик показывает неплохие результаты у нас по тайскому боксу, так как он у нас еще и занимается ММА у Тимура, но еще и входит в секцию тайского бокса. Я говорю, слушай, ну это есть прекрасная возможность, потому что у него есть потенциал, нужно его тоже брать. И мы включили в состав сборной 2 человека, поехали туда. Путь у нас был нелегок, как говорится, Ноябрьск, это Ямало-Ненецкий округ. Было холодно, -5, но все-таки ребята, несмотря на то, что акклиматизация, резкий переход погоды и так далее, ребята настроились и показали результаты на первенстве России. Нестор Гадли у нас провел 2 боя, по жеребьевке получилось так, что у него получилось 2 боя, то есть полуфинальные и финальные бои. Тарба Джамал у нас провел 3 боя. Вот, ребята проявили себя достойно, показали, что они могут и выступать на мировой арене. Нестор Гадли, вы помните, что уже являлся чемпионом первенства мира, и он хочет доказать, что он и 2-й раз может выиграть первенство мира. И хочу сказать, что вот по Тарба Джамала немножко уступили в финале, но
так как его соперник, который выиграл в финале, меняет возрастную категорию, и путевку на первенство мира вручили Тарбе Джамалу. Вот. И он будет представлять сборную России. Также и Нестор Галля, который стал победителем первенства России, вошел в состав сборной России, и вместе они поедут в Абу-Даби. Вот в сентябре. Тимур, вот теперь у меня вопрос к вам. Вот уже находясь на ковре, проведя столь тяжелый бой, конечно, за каждым движением спортсмена следят мировые судьи. Вот конкретно по каким критериям нашего спортсмена отобрали лучшим? За рвение к победе. Бойцом быть не так легко на самом деле. Смотря на него, когда мы его отправляли, я сказал, что у него есть дух воина. Именно воинский дух. Отнюдь не у каждого он есть. Характер, сила воли, выносливость. Он был самым маленьким в своем весе. Был самым маленьким, но проделал грандиозную, большую работу. Что сказать? У меня просто потрясение было. Я был очень счастлив, когда смотрел эти бои. Некоторые бои закончились досрочно. Это большой плюс для Джамала и также для нашей федерации. Все судьи уходили с других рингов, чтобы посмотреть на бой Джамала. Вот это и есть дух воина. То, что он там показывал, ни шагу назад, не отступать и не сдаваться. Вот наш девиз, наш лозунг нашего клуба. Но вообще ММА считается очень травмоопасным видом спорта. И как давно он практикуется у нас в стране? И есть ли у нас еще ребята с таким потенциалом, которые могут показать блестящий результат на, конечно, больших аренах? Свою работу я начал в начале 24 года, благодаря Тимуру Размировичу. Мы только на начальном этапе, вот 1,5 года мы тренируемся, но есть у нас талантливые бойцы. Они есть, им нужна поддержка, им нужно развитие. ММА не настолько травмоопасен, насколько многие считают. А вот за его боем вы, естественно, были с ним, следили рядом, вот за ареной. Какие вот у вас чувства были, вот смотря на его бой? Что вы переживали в этот момент? Я был здесь в Сухумах, я находился здесь в Сухумах. У меня не было возможности поехать по неким причинам. И я через экран, это все, эти чувства были все через экран. Каждую секунду, каждую минуту я звонил, переживал, достал, наверное, своими звонками, но это моя работа такая. А вот какое у вас наставление было перед боем? О чем вы говорили? Самое главное не переживать. Не переживать и задачи на бой. План. Под каждого соперника мы смотрели, искали, и у нас был некий план. Согласовывали мы с Тимуром Размировичем и давали такое небольшое наставление. Главное, переживания не было, и все. Да. А вот во время тренировок, да, вот что касается тайского бокса или ММА-серии, какие вы, вот на что вы делаете акцент, над чем должен спортсмен работать, над чем он должен свой дух закрепить? Ну, внесу немножко ясности, то, что ММА и тайский бокс – две разные дисциплины у нас идут. ММА – это бойцы смешанного стиля, да, то есть это борьба и так далее. Тут, когда мы приняли решение, что что мы везем именно Джамала на тайский бокс, на первенство России, тут уже идет акцент ударной техники, соответственно, то есть дисциплина немножко другая. Легко перестроиться. Почему ему было? Потому что он посещает секции и тайского бокса, и ММА. И поэтому здесь задача была не что-то, например, убрать, да, для него лично. Тут, слава богу, опытные спортсмены, как Нестор, как Цвижба Сандро, да, спарринг-партнеры, которые присутствовали в сборах и тренировках наших, да, тут была задача больше отработок, больше времени провести в тренировочном процессе и также разбить программу, чтобы у них было время восстановления и время тренировочного процесса, то есть больше ничего. И поэтому, естественно, там и настрой спортсменов, потому что хочу отметить, что у каждого из
ребят были очень титулованные бойцы. Например, если взять Нестора, у него в полуфинальном бою, помимо того, что соперник был 1,90 м, его в полуфинальном бою, он еще и был действующим чемпионом первенства России. Прошлого года он выиграл первенство России и всероссийского соревнования Кубка Содружества. То есть очень опытный был. То есть этот полуфинал был у нас сложный, как финал, можно сказать. Он его достойно прошел, показал себя. Что касается Джимала, у него в финале вообще был парень, который был 2 раза на первенстве мира, занимал 2-е и 3-е место. На первенстве Европы стал серебряным чемпионом. И поэтому мы знали, куда мы идем, на что мы идем. Помимо этого мы не просто попали там сразу на первенство России. У нас, как вы знаете, есть отборочные циклы. То есть мы сначала город Сочи, наши спортсмены выиграли Краснодарский край, потом Южный федеральный округ. И так мы попали до первенства России, а там уже попали, слава богу, на первенство мира. И, конечно же, хочу отметить, что самое главное, когда ты вкладываешь как тренер в свои силы и возможности, и свой опыт вкладываешь, ну, то еще очень важно, когда подключается административный ресурс. Вот, я вот хочу отметить, что за последнее время очень хорошо идет актив со стороны административного ресурса. Вот возьмем Государственный комитет по молодежи и спорту. Такое уделение спортивного сообщества, не только тайскому боксу, да, вообще всем спортсменам, да, хочется поблагодарить на самом деле людей, Тараща Мироновича, да, вот руководителей Государственного комитета, что какую они работу проделывают, да, и это дает потенциал нашим спортсменам. Плюс к тому, что еще очень важно, в каких условиях занимаются наши спортсмены. Вот я вам скажу, да, когда вот нам сказали вот, новый глава города Сухума Тимур Михайлович, когда сказал, что нам будут делать для сборной, обновят нам спортзал и так далее, я больше чем уверен, что дух спортсменов поднялся. То есть уже вдвое, конечно. Уже вдвое, да. Вы представляете, когда глава города говорит, что мы вам создадим условия и так далее, и они просто были обязаны не подвести. И плюс к тому, что когда люди слышат, что едем на такой уровень, да, соревнований, вот хочется поблагодарить Тимура Логуа за поддержку тоже в данной поездке. Поэтому я думаю, что когда мы будем более сплоченны, да, помогать спортсменам, неважно какой вид спорта будет, мы уважаем, любим, так как мы тренера разных видов спорта, да, вот с Тимуром Дмитриевичем, да, мы уважаем каждый вид спорта, потому что это определенный труд, определенные вложения и время, чтобы какой-то сделать результат. То есть сразу ничего не получается. Ну и, конечно же, в первую очередь хочется еще и поблагодарить медиа, СМИ, да, вот ваш канал, который время от времени, когда мы делаем результаты, да и вообще всегда освещает нас. Это очень тоже важно, потому что тоже поднимает мотивацию. Ребята, расскажите, вот как у тебя прошел бой, с кем ты вышел на ринг и вот в целом, как это было? Первый бой я вышел уверенно, не было мандража, я настроился. Мне вот как раз позвонил Тимур Какача, перед боем мой тренер, он меня настроил, сказал план на бой. Я вышел уверенно и специально все силы отдал туда на ринг, чтобы потом в следующий бой, как сказать, прочувствовать этот ринг, и чтобы потом в следующем бою было легче драться. Я так и сделал, отдал все силы в первый бой, и уже во втором бою было как-то легче драться. И второй бой я снял бойца, он не смог продолжить, и финал уже был сложный. Уже попался такой крепкий пацан, он уже выступал на первенстве мира, первенстве Европы и так далее. Я, конечно, чуть был мандраж уже после того, как я узнал, что он там выступал, но меня Тимур Гергидава настроил на этот бой, сказал не переживать, все у нас в руках,
покажи апсу. И в целом было с кем бороться, да? И для тебя это и опыт, да, и большой какие-то опыт. знания в любом случае. Дальше ты их будешь применять, улучшать, наращивать. Да. Да. После этого боя очень набрался опыта. Вот пришел на тренировки, показал некоторым своим друзьям приемы. И вот такой опыт я набрал. Таким опытом я набрался. Нестор, ты вот как прошел твой бой и сколько боев ты вообще провел? Я провел 2 боя. Первый бой у меня был опытный соперник из Новосибирска. Он был на голову выше меня. И он был не проходной спортсмен, он был крепкий. Он выигрывал первенство России в прошлом году. И турнир Кубок Содружества он выигрывал в этом же весе, но я был в тот момент на 56 килограмм, а он был на 58. И на Россию я поднял вес на 58. Первый бой я работал, сближался, потому что он был высокий. А второй бой я дрался с спортсменом с Московской области, финальный бой. Он был, конечно, чуть полегче, чем полуфинальный бой, потому что спортсмен был тоже опытный, но не настолько. Наши ребята, Нестор Гадле и Тарба Джамал, по итогам первенства России получили путевку на Первенство мира. Первенство мира, которое будет проходить в Абу-Даби в сентябре. Как это случилось? И как вот... Ну, как раз-таки по результатам данный турнир являлся именно отборочным. Определялся состав сборной России, то есть это первые номера, которые выигрывают данный турнир, они получают путевки. И также, так как Джамал стал вторым, но его соперник возрастную категорию меняет, то есть он не попадает на это первенство мира, и ему, Джамалу, вручили эту путевку как первому номеру представлять сборную России на первенстве мира. Мы все знаем прекрасно, что мы по определенным причинам пока не можем представлять на первенстве мира нашу страну, но все же все регалии и в душе, и мы в ринге чувствуем себя, что откуда мы являемся и куда мы эту победу принесем тоже. То, что касается нашего профессионального боксера Давида Амичба, который находится в Таиланде, что сейчас там проходит? Изначально мы Давида Амичба отправили с делегацией спортсменов тоже в Таиланд. В начале мая он у нас уехал туда, и уже вот на протяжении всего этого времени он провел один профессиональный бой рейтинговый, где ожидается еще следующий бой. Вот. И плюс мы ожидаем бой за пояс интерконтинентального чемпиона мира. Ожидаем, думаем, что, надеемся, что нам его предложат. Эта возможность даст Давиду Амичба в профессиональном уровне выйти на какую-нибудь хорошую организацию, потому что когда спортсмен в любителях боксирует, да, он зарабатывает какие-то регалии, там, мастера спорта, да, и так далее, становится там чемпионом мира, чемпионом России, но за это ничего спортсмен не получает. Тут есть профессиональный вид спорта. То есть все труды должны быть, мы считаем, что спортсмены должны быть оплачены. То есть мы хотим, у нас задача, чтобы он попал в какую-нибудь хорошую организацию, например, One Champions, да, где за хорошие гонорары ребята проводят бои, и им дают хорошие гонорары. То есть, чтобы человек себя, как спортсмен, он и состоялся и в спорте, и в социальной жизни, где мог себя обеспечить тоже. Если вернуться к нашим ребятам, которые будут принимать участие на первенстве мира, у вас еще есть в запасе там несколько месяцев. Как будут они готовиться, как подготовка их будет проходить и кто будет с ними работать? Пока как будет именно проходить тренировочный процесс, мы это не обсуждали, потому что тут уже нужно подходить
с точки зрения не только тренировок, но еще и здоровья человека. Нужно будет первоначально, мы хотим обследовать ребят полностью, то есть какие есть погрешности, что изменилось на период тех подготовок и после соревнований. Обязательно нам нужно будет это пройти. И потом, соответственно, мы уже с нашими коллегами, я, Вова Дымнич и Тимур Какача, вот именно мы проводим сборы. Вот мы сядем, обсудим план подготовки и уже тогда уже начнем. Ну, это, соответственно, уже стандартно начнутся. Это в первую очередь с бегов, кроссы, дальние дистанции, потом короткие, там, взрывные, скоростные и так далее. То есть это вот уже в этом тренировочные. направлении нужно ли им следить за своим питанием? Обязательно Чем они нужно, питаются? Да. Обязательно нужно, ну это, соответственно, правильное питание, никакой газировки, любой газировки, то есть им не нужна даже минеральная вода. Почему? Потому что это застой печени, любой удар в печень, то есть нам нужно освободить немножко печень. Естественно, Нестору немножко сложнее, ему нужно держать вес, 58 килограмм, который он отобрался. Вот, он ее постоянно гоняет, в 60 поднимает, и ему приходится нам гонять весь. То есть ему нужно соблюдать там, правильную диету там, и так далее. С Джималом немножко полегче. Ему нужно наоборот набирать вес, потому что он в абсолютке, ему нужно набирать вес, то есть быть... Ну, тут уже, я думаю, что масса более мышечная, да, Тимур, уже идет более мышечная масса, и у нас задача хотя бы на несколько сантиметров, чтобы он немножко подрос у нас за лето. Вот теперь хотелось бы от вас, как от тренеров, услышать, узнать вот в дальнейшем для развития в Абхазии тайского бокса, это, ну, вот вы в совокупности, да, ММА, да. Вот, что вы планируете? В первую очередь мы не останавливаемся расширяться, то есть наш тренерский состав все больше и больше пополняется молодыми ребятами, да, специалисты, которые приезжают, заинтересованы нашей страной, республикой, которые хотят и остаться у нас тренировать. Для того, чтобы делать какие-то результаты, нам нужно создавать некие условия для спортсменов. А что касается тайского бокса, мы знаем, что он является олимпийским видом спорта. И, конечно, каждого спортсмена мечта, что когда он войдет в программу, он был в прошлой Олимпиаде, он был уже в программе, было немного стран, его внесли в программу, но на следующую Олимпиаду он будет в программе. И, конечно, каждого мечта спортсмена выйти уже и на Олимпийскую. Я думаю, дай Бог, что у нас это все получилось. И хочется сказать, чтобы всем пожелать всем спортсменам нашей республики достичь больших высот в спорте. Вот с теми результатами, что у вас есть сегодня, чего вы добились на мировых уровнях, это уже победа, это вы уже чемпионы. А в дальнейшем я желаю вам только успехов, побед и успехов еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, тренерам, за большой вклад в нашу молодежь. Спасибо. Спасибо за беседу. Спасибо. Яхазы абартажа бшкурыла еще кугылан адыра тара аспорт адуней хайбабойт яйва ахуаша абзираз.